С 18 по 21 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. В нем примет участие делегация Ингушетии во главе с руководителем региона Махмудом Али Калиматовым. Форум – это уникальная площадка для прямого диалога с инвесторами, демонстрации экономического потенциала Ингушетии и заключения стратегических соглашений, отметил глава региона в своем телеграм-канале. Мы активно используем эту возможность, чтобы привлечь внимание к нашим ключевым проектам в сфере туризма, промышленности, сельского хозяйства и IT. В программу включены переговоры с российскими и международными партнерами, которые могут стать новым импульсом для развития республики. Кроме того, запланирован ряд интервью ведущим российским информационным агентствам. Прием заявок на летний интенсивный курс «Бассейн в школе 21» продлится до 19 июня. Как отметил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале, это отличный шанс попробовать свои силы в программировании, даже если у вас нет специальных знаний или опыта. Глава подчеркнул, что в Ингушетии создаются все условия для того, чтобы молодежь могла осваивать перспективные профессии и строить успешное будущее. Одна из таких возможностей – школа 21 в Магасе, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованное IT-образование. Для этого необходимо до 19 июня зарегистрироваться на сайте школы и пройти онлайн-тестирование. Прокуратура Магаса через суд потребовала приостановить деятельность частного профессионального образовательного учреждения «Колледж архитектуры, градостроительства, дизайна и искусств». Во время проведения проверки установлено, что учреждение осуществляет деятельность с различными нарушениями, в их числе пожарная безопасность, лицензирование и другие. В отношении директора образовательной организации возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. Он привлечен к ответственности с назначением штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей в доход государства. В правительстве России обсудили исполнение федерального бюджета в первом квартале 2025 года. Почти 2/3 доходов федерального бюджета за отчетный период пришлись на ненефтегазовые отрасли. ВВП за первые 3 месяца прибавил около 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличился объем инвестиций. Таким образом, расходы составили чуть больше четверти от запланированного в бюджете на весь год. Это делает кассовое исполнение четким и позволяет избегать перерывов с финансированием, отметили в правительстве. Кроме того, с опережением графика проводились социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также людям старшего поколения. Госдума приняла закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка деятельности. Теперь за невыполнение иноагентом требований Минюста, а также указание неправильной маркировки материалов предусмотрен штраф для граждан до 50 тысяч, для должностных лиц до 300 тысяч, для юридических до 500 тысяч рублей. К ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России. Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 16,5 миллионов граждан России. Для выбора россиянам были представлены более 6 тысяч объектов. Около 60% голосов были собраны через волонтеров. Итоги голосования были подведены 12 июня с помощью электронной платформы на портале госуслуг. Во время голосования россияне могли выбрать один из парков, скверов или других территорий в своем городе, которую они хотели бы благоустроить в первую очередь. Сами работы будут проведены в 2026 году. Голосование проходило уже 5-й год. В прошлом году в нем приняли участие 17 миллионов 200 тысяч человек. Ингушский борец вольного стиля Магомед Евлоев вошел в топ-10 лучших борцов мира в весовой категории до 79 килограммов. Он занимает 9-ю строчку рейтинга. Это стало возможным благодаря успешному выступлению Магомеда Евлоева на рейтинговом турнире в Улан-Баторе. Спортсмен выступает за сборную Таджикистана.